Эфир телеканала «Якутия-24» продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. Предложение одобрено. Люди с инвалидностью смогут получить второе профобразование за счет бюджета. Новый коровник, мастерские колледжа и рыбзавод. Андрей Тарасенко работает в Мирнинском районе. Самый вкусный ресторан выбрали в Якутии. Определился победитель ежегодного гастрономического фестиваля. Владимир Путин поддержал предложение дать людям с ограничениями по здоровью возможность получать второе профессиональное образование за счет бюджета. Президент поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проработать этот вопрос на уровне правительства. Накануне Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с представителями общественных организаций и инвалидов. Одним из прозвучавших предложений стала возможность дать людям с инвалидностью право на получение второго профобразования за счет бюджета. А премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что вакцинация против коронавируса должна быть бесплатной и добровольной для граждан страны. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с производителями вакцин. Кроме того, премьер сообщил, что регионы страны предоставили информацию о высокой готовности к началу массовой вакцинации. В связи с этим Мишустин поручил главам субъектов оперативно завершить все необходимые для этого мероприятия в установленные сроки. Помимо этого, глава Кабмина призвал производителей вакцин лично осуществлять контроль за выпускаемой продукцией в условиях увеличения ее объема. В заключение премьер подчеркнул, что весь процесс подготовки и вакцинации должен быть организован максимально эффективно. Здесь я также еще раз хотел бы обратиться к руководителям субъектов Российской Федерации. Возьмите организацию вакцинации под личный контроль. Здесь я считаю, что ваша прямая обязанность принять все меры, чтобы люди могли сделать прививку, чтобы это было удобно и, конечно, безопасно. Буквально круглосуточно нужно контролировать все этапы, начиная с того, как вакцина доставляется в ваш регион, как она хранится, как распределяется по медицинским учреждениям. Считаю, что это ваша персональная ответственность. Это, я считаю, решающий такой этап в борьбе с коронавирусом. Чем лучше мы его пройдем, тем скорее вернемся к нормальной обычной жизни и сможем без опасений общаться с нашими родными, близкими людьми. Айсан Николаев отметил важность происходящей трансформации целевого фонда будущих поколений. В настоящее время перед фондом стоит серьезная задача по реализации социально значимых проектов для детей и молодежи в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. Об этом сообщил глава Якутии Айсан Николаев в ходе рабочего совещания, где рассмотрели предварительные итоги деятельности организации. Николаев подчеркнул, что в последние годы фондом сделан большой шаг вперед. За годы руководства Сергея Местникова фонд будущих поколений выстроил системную работу с крупнейшими предприятиями республики и российскими компаниями. Завершилась двухдневная программа «Стартап-депо» по привлечению финансирования, упаковке и быстрому запуску разработок на российских железных дорогах. Участники провели личные консультации и беседы с приглашенными экспертами от РЖД и компании Yellow Rockets. Так, по итогам первого дня из более чем 40 участников были отобраны 7 проектов. 4 из них после презентации получили предложение запустить пилотную версию совместно с РЖД. Это робот-уборщик с функцией дезинфекции, сервис, позволяющий собрать данные о посетителях для последующей точечной рекламы, программа для взаимодействия различных систем и устройств городской инфраструктуры и скилл-платформа профориентации на основе цифрового портфолио. Вот сегодня смотрели, допустим, проект Ведроид наш, да, чтобы можно было их, наши роботов использовать для клининга вокзалов, Хукейм Wi-Fi, вот медсеть наш, да, то есть IT-проект, то есть около 6 проектов, которые стали интересны РЖД и будут их пилотно внедрять. Вот договорились, начнем с вокзала, ЖД вокзала в Нюрнберге. Да, и если все получится, то можно уже масштабировать на весь Дальний Восток, а возможно на всю Россию. Мероприятие очень полезное для нас. И вот этот финал, который будет 18 декабря в Хабаровске, поедут наши проекты, и мы, конечно, их тоже поддержим.
Тем временем стартовали демо-дни финала Skill Camp, пилотной программы образовательного центра «Парка будущих поколений». 11 команд предстанут перед экспертами и жюри на финальной защите своих проектов. Цель программы – разработка, апробация и дальнейшее внедрение современных образовательных проектов в сфере доп. Образования, направленных на развитие креативных и предпринимательских навыков у детей Якутии. В рамках Skills Camp были подготовлены новые педагоги, а также создано устойчивое сообщество экспертов в образовании для повестки будущего. В Мирнинском районе с рабочим визитом прибывает премьер правительства Якутии Андрей Тарасенко. Он принял участие в открытии ряда социальных объектов района. Так, в селе Сальдюкиар открыли животноводческий комплекс генофондного казенного предприятия «Якутский скот». Благоустроенный коровник рассчитан на 200 голов. На сегодняшний день в нем содержится 150 коров якутской породы. Задача предприятия – сохранить исчезающий вид. В поселке Светлый Андрей Тарасенко посетил филиал энергетики, нефти и газа Мирнинского технического колледжа. Сотрудники колледжа показали гостям мастерские для обучения специалистов по нефтегазодобывающему направлению. К следующему учебному году учреждение планирует открыть несколько новых мастерских. А в поселке Чернышевский рабочая группа посетила рыбный завод, где занимаются воспроизводством сиговых и осетровых пород рыб. В этом году рыбзавод готовится отметить 50-летний юбилей. В России продолжается осенняя призывная кампания. Из Якутии для прохождения срочной службы вооруженные силы должны быть направлены более 1000 молодых людей. Сейчас призывники проходят медицинские комиссии и готовятся к отправке в военные части. Материал Александра Хавренко. Меньше месяца остается до завершения очередного призыва граждан на срочную службу. В этом году пандемия внесла свои корректировки в работу призывных комиссий. По результатам весеннего призыва руководство военных комиссариатов сделало определенные выводы и осенью внесло изменения в порядок организации процесса. Все призывники на путь следования и на период проведения призывных комиссий обеспечиваются масками медицинскими, средствами защиты. Мы организовали, проводим барьерный контроль. На сборный пункт допускаются только граждане, прошедшие, еще раз повторяюсь, тестирование. Не только призывники наши, а также сотрудники военкомата тестируются. То есть мы полностью исключаем возникновение вспышки всех вот этих заразных инфекций. По прибытии на место службы призывники отправляются на двухнедельный карантин. И повторно сдают анализы и проходят тестирование. Руководство Министерства обороны тщательно следит за недопущением вспышек заболевания в частях. Уже началась вакцинация военнослужащих, которые выполняют боевые задачи. То есть все наши ребята, которые будут призваны в войска, будут также вакцинироваться. В зависимости от важности задач, которые решаются воинскими частями. Поэтому я призываю всех не бояться, когда вы отправляете своих сыновей, братьев, вооруженные силы. Все меры предприняты. Самое надежное место сейчас по безопасности – это вооруженные силы. В Якутске работу медицинской комиссии было решено перенести из городского военкомата в более просторное помещение общежития Якутского индустриально-педагогического колледжа. Все врачи комиссии работают в средствах индивидуальной защиты, а призывники вызываются по определенному графику, чтобы не создавать большое скопление людей. В осеннюю призывную кампанию в войска из Якутии должны отправиться более 1000 человек. На сегодняшний момент к отправке готово уже более 700 будущих срочников. План как бы выполняется, можно сказать, да? Но есть ребята, которые не выполняют требования федерального закона и не являются повесткой военного комиссариата. Ну, их немного, 100 человек, по ним полиция отрабатывает. Я думаю, в скором времени они все равно пройдут нашу комиссию и будут по ним приняты соответствующие решения. Военкомат напоминает гражданам, что уклонение от прохождения срочной службы в вооруженных силах является уголовным преступлением. Кроме того, граждане, не прошедшие срочную службу, не смогут найти работу в силовых структурах и на государственной службе. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск. В пожарной охране Нерюнгринского гарнизона совершенствуют тактическую и техническую оснащенность пожарных. Также наметилась динамика числа пожаров, гибели и травматизма людей. Продолжит тему Екатерина Павлова.
45 лет назад с образованием города Нерюнгри пожарные встали на защиту деревяшек и балков. Это был новый и тяжелый период. Не хватало подготовленных пожарных, не было резерва техники. Большой объем организационной работы выпал на долю первых руководителей. Время шло, копился опыт. До 1999 года гарнизон пожарной охраны Нерюнгри состоял из 10 подразделений пожарной охраны. Новым этапом в истории развития Нерюнгринского гарнизона стала реорганизация пожарной охраны в состав МЧС России. В 2020 году Нерюнгринский пожарно-спасательный гарнизон на территории Нерюнгринского района сосредоточил все силы и средства, которые позволяют в полной мере выполнить все работы, связанные с ликвидацией пожаров, техногенных катастроф, аварий, проведение поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ. Пожары остаются самой частой и самой страшной по своим последствиям техногенной катастрофой. Тем значительнее дело, которое спасатели и пожарные делают каждый день, порой рискуя собственным здоровьем и жизнью. Численность пожарно-спасательного гарнизона в районе сегодня насчитывает более 600 человек. Среди них молодые юные бойцы и опытные огнеборцы. Сергей Гагаркин посвятил пожарной охране почти 20 лет и сегодня делится своими знаниями с молодыми ребятами. По молодости пришли, проверили себя, понравилось. И так по сей день работаем, испытываем сами себя, получается, на прочность. Работаем дружно, на пожар выезжаем, спасаем людей. Были случаи, у меня медаль за отвагу есть в истории моей жизни. В 2010 году был вызов у нас вечером. Съездили, выехали так же, как и всегда, на пожар. Приехали, а там горела квартира, спасли мужчину, получается. Все, выжил человек. Одно из приоритетных направлений пожарной охраны – развитие пожарного добровольчества на территории района, которые просто необходимы в населенных пунктах, находящихся в большом удалении от районного центра. Сегодня уже проводится работа по обучению добровольцев и оснащению их необходимой пожарной техникой. Именно они в случае возгорания приступят к тушению, сдерживая распространение огня до прибытия основных сил. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Стало известно имя победителя гастрономического фестиваля «Вкус Якутии». Им стал ресторан русской кухни «Бикетов». Напомню, мероприятие ежегодно проводится в рамках республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии». В этом году за звание лучшего в кулинарном искусстве состязались 7 ведущих ресторанов столицы. На протяжении недели рестораны-участники представляли на суд жюри свои конкурсные сеты, состоящие из повседневных, праздничных и обрядовых блюд. По положению конкурса блюда должны иметь традиционную основу и приготовлены из местной якутской продукции с использованием новых технологий в области гастрономии. Для нас сегодняшнее награждение получилось очень неожиданным и поэтому вдвойне приятным. Мы рады получить сегодняшнюю награду. Благодарим всех, кто предоставил нам сегодня такую возможность, кто оценил наш труд. Эта награда очень ценна для нас. Желаем всем нам новых достижений, новых проектов и новых побед. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Увидимся чуть позже на канале Якутия-24.